Донести правду, попасть в сердце читателя метким словом и побудить к действиям – вот что значит быть журналистом. Активный образ жизни, встречи и общение со многими известными, талантливыми и просто хорошими людьми, возможность посещать разные города, а иногда и страны, бывать там, куда закрыт доступ для большинства людей. Такая насыщенная, интересная и вместе с тем ответственная работа у служителей пера. Именно их труды позволяют обыкновенному человеку быть в курсе всех событий. Первый номер газеты «Сибайский рабочий» тиражом 3069 экземпляров вышел в свет 29 июня 1957 года. Вот уже на протяжении 60 лет редакция информирует сибайцев о самых важных и актуальных новостях региона. Но принцип Сибайки остался неизменным – рассказывать о Сибае и его жителях. За 60 лет, естественно, произошло множество разных интересных событий, о которых мои коллеги, которые работали много лет назад, которые работают сегодня, пишут, рассказывают об этом читателям с удовольствием. И я думаю, также мы будем активно продолжать делать нашу работу и впредь, еще 60 лет, а затем еще 60 лет, дай Бог. Пользуясь случаем, хотелось бы, конечно, поздравить прежде всего наших ветеранов, тех, кто в разные годы работал в редакции, моих коллег, которые сегодня работают над созданием газеты, наших читателей, всех горожан с этим замечательным юбилеем. Тысячи людских судеб, важных и значимых фактов из жизни города, тысячи интересных событий. Накопленный багаж газеты «Сибайский рабочий» за 60 лет существования огромен. На страницах популярного издания все это время в полном объеме отражались строительство и развитие города. Главная городская газета – это, конечно же, ее сотрудники. Коллектив редакции за эти долгие годы претерпел немало изменений. Сегодня здесь трудятся люди, проработавшие более 10 лет, есть и молодые сотрудники, однако дух единства всегда оставался в сердцах каждого из работников Сибайки. В редакции газеты я работаю 10 лет. Пришла работать сюда корректором, начинала корректором, а потом через несколько лет стала ответственным секретарем. Получается, эту должность мне передала из рук в руки, можно так сказать, мой любимый наставник Людмила Константиновна Самарцева. Очень много добрых слов хочется сказать ей в этот юбилей. Тоже вот, Людмила Константиновна, поздравляю вас с этим юбилеем. Она очень много у нас проработала, многому научила меня. В мои обязанности входит читка материалов, сданных журналистами, макетирование номера и, получается, подготовка номера в печать. Коллектив у нас творческий, молодой. Журналистов наших, я думаю, по газете все знают имена наших журналистов. Это Рима Юнусова, Махмутова, Альбина Байгильдина, Ирина Оренбургина и ветеран нашей газеты Гульсина Камиловна Киикбаева. Но несмотря на то, что в газете «Сибайский рабочий» я работаю всего небольшой период времени, 4 года, но за это время коллектив редакции стал для меня очень родным. Конечно, за это время сменились и коллеги, кто-то пришел, кто-то ушел, кого-то мы отправили на заслуженный отдых. Кстати, отдельная благодарность нашим ветеранам, нашим пенсионерам, кто стоял у истоков, кто продолжал печатное дело. И, пользуясь случаем, поздравляю всех своих коллег с замечательным юбилеем, 60-летием. Желаю им семейного благополучия, счастья и больших творческих успехов. А еще Сибайка – это многочисленные легкоатлетические эстафеты, массовые катания на льду, дни подписчиков с призами и подарками. Именно так ассоциируются издания у сибайцев. Со страниц газеты практически ежедневно улыбаются лица горожан, отличившихся в труде или другим благим делом. На страницах Сибайского рабочего все то, что происходит в городе. За всем этим стоит большой труд всего коллектива – корректора, верстальщика, водителя, журналиста, редактора и многих других. И в этот знаменательный день коллектив Сибайского телевидения искренне поздравляет коллег главной газеты города с 60-летним юбилеем и желает творческих успехов, а также покорения новых журналистских высот. Евдокия Титаренко, Радмир Исенгулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.